Театр под открытым небом на полигоне юных натуралистов организовали в Якутске. Накануне перед его гостями предстали артисты бриллиантового цирка, а впереди еще спектакли театра оперы и балета и театра юного зрителя. Наш корреспондент Саргалана Захарова побывала на первом дне и готова поделиться впечатлениями. У нас около 40 видов тыков, патиссонов, кабачков. Например, вот редкий вид тыков – хулиган, хабар чикагский, тыква триамбл. И это лишь самая малая часть того, что можно увидеть в полигоне. Идем дальше, и под широкими листьями спряталась крупная тыква. Хороший кандидат на роль кареты для Золушки. Тыква парижская золотая. Но в этом году ночи холодные были, поэтому тыквы не такие крупные выросли. Это считается еще не крупные. Да, это не крупные. Вот. Сказки и волшебство здесь на каждом шагу. Большая шахматная доска из «Страны чудес» Льюиса Кэрролла, дуб зеленый Александра Пушкина со всеми его обитателями и многое другое. А вместо молодильных яблочек – золотые помидоры. Да, именно золотые. Это один из необычных сортов, которые здесь выращивают. Желтые сорта есть, красные сорта есть. Названия сами за себя говорят. Желтая вишня со вкусом вишни, финик, желтый финик, красный. Есть белый виноград, очень идеальный сорт, деликатесные, очень вкусные сорта. Очень интересная бахчевая культура, так называемая лагинария. Вот она с причудливой формой и яркой расцветкой. Эта культура выходит из Юго-Восточной Африки и Азии. Используют ее в основном как предмет интерьера. А раньше из нее делали посуду. Лагинария хорошо высушивается, из нее можно сделать вот такие интересные маракасы. Внутренности растворяются, и внутри остаются только семена, которые потом издают вот такой интересный звук, ну и либо вот такой. Полигон каждый год посещают порядка 5000 человек. На этот раз у гостей есть возможность не только познакомиться с экзотическими растениями, но и прикоснуться к прекрасному. В центре стартовал проект «Театр под открытым небом». Специально для этого в полигоне построили сцену и обустроили зону для зрителей. Первыми участниками проекта стали артисты бриллиантового цирка. А вот что можно сделать с 3 мячами. Смотрим внимательно, мальчики. Я думаю, что это прекрасно, когда дети находятся под открытым небом и еще соприкасаются с природой и с животными. Я думаю, это здорово. Похлопаем дружней. Люди хотят каждый год что-то видеть. Заходят, постоянные посетители спрашивают, что у вас новенького в этом году. Поэтому хочется чем-то удивить. Следующими на сцену юных натуралистов выйдут 5 сентября солисты театра оперы и балета. А 9 числа спектакль «Золотая рыбка» представит театр юного зрителя. Саргалана Захарова, Джулустан Иннокентьев, Якутск.